Каждый раз осень спускается с гор. Осень тоже путешествует. Осенью люди более открыты, общительны. Осенью в городском парке легко встретить замечательных людей, которые расскажут замечательную историю. И она позовет тебя в дорогу по самому путевому маршруту. Историк Руслан Гожба знает обо всем, что происходило на нашей территории, раскинутой между горами и морем. И он указал мне место, где горы ближе всего спускаются к морю. Мысра, в русской транскрипции Мюсера, уникальное место в Абхазии, где горы так близко спускаются к морю, при этом сохраняя береговую полосу. И тянется эта береговая полоса от Пицунды до предместья Гудауты. Живописных мест у нас в стране немало. В данном случае для слуха путешественника интригующе звучит название Мысра. Это абхазское название Египта. То ли простое созвучие, то ли реальная история. Что связывает абхазское побережье и африканскую песчаную пустыню? Обыватели утверждают, что люди назвали это место так из-за песка, проводя аналогию с пустынями Египта. Но у нас берег другой и песок тоже. Да и вряд ли уместна такая аналогия. Следует вспомнить, что в заметках древних путешественников сохранились сведения о других параллелях. Наиболее примечательны упоминания древних историков о наших предках, как о мореплавателях на своих быстроходных судах, добиравшихся до близлежащих континентов. У историка Руслана Гожба есть такое объяснение. Не сказали изначально, не будешь понят в конце, так гласит старая абхазская мудрость. И дело в том, что сама эта местность, она очень интересна и в географическом, и историческом отношении. Она очень красивая, во-первых, местность. Там растут прекрасные леса, очень удобная бухта. И топонимика сама говорит о том, что происхождение названия села связано именно с морем. Там есть название Судавер, Ашхотширта по-абхазски. Жители этого села в один день раз как-то решили построить очередной корабль, большой. Долго его строили, в конце осветили, корабельная свеча по-абхазски называется, высотой почти в 2 метра, и отправились в далекое плавание. А выше этой местности есть холм, который называется Ахбабшира. Холм, откуда наблюдают за кораблем. Родственники, близкие, односельчане вот на этом холму собирались и наблюдали за морем, когда они вернутся. Свыше года их не было. И через год они благополучно прибыли, с дарами, одарили всех. И когда их спросили: Шабас, где вы были, как и что? Мысра, он говорит, мы были в Египте. Мыср – это Египет. И до этого эта местность носила название, Худа, одна фамилия была. Холм таких-то. И с тех пор, в честь нашего плавания, говорит, будет оно наименовано Мысра, что означает Египет. Конечно, с Египтом у нас были очень большие связи еще до этого, потому что все знают о черкесской династии, об абхазских мамлюках, черкесских, адыгских мамлюках. Они фактически с 1382 года по 1811 годом командовали Египтом, Сирией. Священные места ислама, Мекка и Медина, в течение столетий охраняли именно наши кавказцы, то есть абхазы и черкесы. Мюсерское Нагорье является заповедной зоной с 1934 года. На здешних холмах и лесах произрастают ценнейшие виды растений. Земляничное дерево, рускус колхидский, кавказский морозник, вереск древовидный. Для слуха обычного путешественника это замысловатые термины из области ботаники, и вряд ли я смогу отличить один вид от другого. А вот вид мощных стен базилики древнего храма, увитых плющом, завораживает. Фасад и каменные своды хорошо сохранились.
Храм в Амбаре сложен из каменных блоков, скрепленных известью и облицованных тесанными камнями. Я насчитал в нем 12 арочных окон и 4 двери. Приблизившись, чувствуешь удовлетворение тем, что наши далекие предки в свое время возвели такое уникальное сооружение. И задаешься вопросом, а сможем ли мы сейчас из тесанных камней без особых приспособлений соорудить своими руками нечто подобное? Руслан Гошба объясняет загадку древнеабхазских зодчих. Каждое конкретное название, оно носит определенные события. Вот, например, базилика там стоит очень интересная. Подобное, насколько я знаю, вот в Кячных Альчгердах стоит вот на высоте почти 800, 800, 900 метров. Это эпохи Абхазского царства. Вот это сам памятник говорит это о том, что насколько развито было тогда и строительство храмов, и культура, потому что в наше время такую вещь мы соорудить пока, к сожалению, не можем. Амбара по-абхазски буквально невидимая. И вообще там вот сегодня, ну, если в Ачандарах второй тост поднимает за святыню, а там в этом селе поднимает второй тост за того, кто владычествует и присматривает за этим ущельем, то есть за тем святым местом. Ну, как известно, все храмы и церкви, они строились на старинных древних капищах, святилищах. И Ахидзерщон, говорит абхазцы, то есть нельзя было произносить точное название. Как невестка не произносит имя там, мужа и так далее, свекры и прочее. По-видимому, вот базилика там была воздвигнута на священном месте еще древних абхазов. А вообще, до 30-х годов я очень хорошо знаю, ну, еще начиная с 19-18 века, абреки скрывались в горах, а на зимовку всегда приходили в леса Мысры. Туда даже там даже олени были вот, буквально 100 с лишним лет тому назад. Как дерево я врос корнями в эту землю. И больно отрываться от нее, впитавший мой пот и слезы. Капитан, может быть, вы мне не поверите, но я сейчас готов кинуться за борт и плыть, чтобы вернуться туда. Потому что там я узнал счастье. На территории храма Амбара в свое время были сняты два фильма. Первая известная история о Робинзоне Крузо, а второй фильм, снятый в жанре лирической комедии под названием «У самого Черного моря», не получил должного внимания после проката. Но фильм примечателен для нас тем, что в нем снимались корифеи абхазского театрального искусства и совсем молодой еще тогда режиссер Вячеслав Облотия. Смотри, тот сам спинер Цохаран, Ласк Сабаспоцларц, как Хейбеду, Ахара. Что сам? Я пью сам в году. Еще любовь пхерупса в стихи от вас.
Ansabog ko siya tapagsam. Iyakas sa signas. Bariyara. Abarwal ko yung virus. Ang sa hatop sap sa regiskar. Ang giskaram sap. Удивительно то, что вы всегда, актеры, старались, чтобы нас где-то сняли, молодые были, вот. И вот Мосфильм приехал в 75-й год, по-моему, да, 75-й год, вот, приехал, и нас повезли вот в этот храм. В этот храм повезли, ну, я думаю, что они здесь будут снимать. А потом привезли костюмы из спектакля «Дон Карлос», одели нас и ввели в этот храм. В этот храм. Ну, я подумал, сейчас, подождите, абхазский храм, и вдруг испанские, испанские одеяния. Оказывается, им просто нужна была декорация обыкновенная, чтобы как декорация была, и им очень было удобно. И, кстати, они близко там снимали, располагались, и этот храм им под руку попал. Вот. И вот нас всех актеров, там все знаменитые актеры наши, корифеи играют в этом фильме. Шалва, Алексей Ермолов, Анзор Мукба играет, есть Дон Карлоса, вот. Потом Азиз Агарба, Надура Зухба. И вот нас тоже, молодых, в эпизоде вот, перенесли этот Дон Карлос в этот храм. Вот. И вот они в этом храме сыграли, что односельчане в этот храм собрались и смотрят этот классический спектакль. Родриго! Родриго! Ой, ретаwa, trawa. Ako tuitra na tawas. Maria, ang trawa siya pagpitra. Zapsaw. Ang truck! Ну, в Абхазии, естественно, одновременно и зиму, и лето можно снимать. В горах зиму, на берегу лето. Спокойно можно, в один сезон уложиться. Небольшое расстояние, вот, поднялся в горы, снег. Особенно, когда, вот, я сейчас скажу, октябрь, ноябрь, уже там снег в горах выпадает. Спокойно можно снимать. И у нас столько и храмов столько, где можно и любую эпоху снять. У нас и Африку можно снять, у нас и Зимбабве, и все, что хочешь. Вот. Кинематографическая страна. Вот такое вот очень интересное место.
Вообще я считаю, что надо эти вещи, эти места, вернее, делать заповедными. Ну, так, что, если кто приходил, избранно приходили, как в храм Божий. И вообще сама вся страна наша. Это, кстати, очень интересно, как его называют на абхазском. Язык дает очень большую информацию. Гейшхай, то есть расположена между морем и горами. Вот овсны говорят, а говорят гейшхай. Это синоним слова нашей страны. То есть она и приморская, и горная, и благословенная считается. Надо, чтобы люди с большей любовью, сердечной любовью, так скажем, относились бы к нашим этим всем местам. Есть хорошее абхазское слово, кстати. Вот это есть агублыра, то есть теплота сердца. Ну, где-то агни-йога туда вот уходит. Это очень древний термин. Вот если вот это, имея вот это вот качество, вершить дела, то я думаю, все будет нормально. В город осень спускается с гор и отправляется обратно по морю. Со стороны гор уже наступает очередное время года, и так бесконечно. В стране, что расположена между горами и морем, Гейш-Хайр-Бджара, круглый год можно снимать все 4 сезона. А значит, будут еще путешествия, занимательные истории и яркие герои. До встречи в путевых заметках.